Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, в студии Фатиме Сейдаметова. О последних событиях прямо сейчас. Важность пресечения фальсификации исторических фактов Великой Отечественной войны обсудили сегодня в КИПу имени Фивзия Кубова. Крымские студенты познакомились с работой сотрудников полиции. В Крыму проходит неделя памяти жертв Холокоста. 115 лет со дня рождения известного крымско-татарского ученого Усейна Куркчи отметили сегодня в Симферополе. Карьер под Судаком закроют. Глава Крыма поручил отозвать лицензию на разработку карьера. Об этом он сообщил сегодня на встрече с главой администрации Судака и вице-премьером, министром финансов республики Ириной Кивико. Прямое поручение, то есть обеспечить возврат на исходную, раз деньги были пользователям, которые там выходили на процедуру, на конкурсную, были заплачены, значит, конечно, надо вернуть все просто на исходную, возврат средств назад, если не ошибаюсь, там стоимость была лицензии 44 миллиона, республиканский бюджет получил. Также глава судакской администрации сообщил, что добыча полезных ископаемых на этом участке приведет к ухудшению экологической обстановки. На сегодняшний день, по моим данным, это нарушит экологическую ситуацию в городе. Рядом проживают люди, и по нашим маленьким перевалам, улочкам будет доставка этих инертных материалов, что тем самым будет еще и так не совсем в хорошую ситуацию. Капитальный ремонт общежития, водоснабжение, получение участков и возврат утраченного имущества. С такими вопросами жители Алушты и Алуштинского округа обратились к председателю Госкомнатса Альберту Кангееву. Когда и как будут решены эти проблемы, расскажет наш корреспондент Севиля Меметова. Стены у нас сырые, отопления нету, отапливаемся мы электричеством, кто чем может. Кто кондиционеры ставит, кто плитки, в общем, отапливаемся и готовим все на электричестве. Это бывший детский сад, ныне общежитие, которое выдали репрессированным гражданам села Изобильное Алуштинского городского округа еще в 90-х годах. С тех пор ремонтом и благоустройством здесь никто не занимался. Сейчас в данный момент, нам провели канализацию, сделали централизованную, слава богу, спасибо. Надеемся, что нам сделают ремонт внутри, потому что ремонта вообще нет. Всего в общежитии 26 комнат, площадь каждой не более 15 квадратных метров, некоторые даже меньше. Живем все в одной комнате. Вот, пожалуйста, наша комната. Прописаны сыном в этой комнате одной. В этой ютится семья из 5 человек. Места мало. Кушать, спать, играть и отдыхать приходится в одном месте. Болеешь в одной комнате, гриппуешь в одной комнате, все в одной комнате. Выхода нету. Кушать готовить, естественно, там. Потому что, естественно, если здесь будешь готовить. Сырость просто дальше у нас все это течет. Я просто не хочу показывать, страшно смотреть. У нас, смотрите, обои черные. Стыдно показывать, но что делать? Это реально все сырость. Все цветет, все прекрасно. Это еще мы здесь вещи не вешаем, абсолютно. Одна из главных проблем общежития – плохие санитарные условия. Канализационные трубы у нас уже не действующие, можно сказать, они ржавые. Их давно должны были заменить, но думаем, что в этом году, даст Бог, нам начнут делать ремонт и все это исправят, как говорится. Все-таки 21 век, живем как в первобытно-общинном строе. Осмотреть здание, оценить масштабы будущей работы по капитальному ремонту приехал председатель Госкомнатса Альберт Кангеев. Через администрацию проектантов, чтобы ваше мнение было учтено. Выйдут специалисты, посмотрят, действительно ли это так. По словам председателя, работы по этому объекту ведутся еще с 2019 года. И в этом году есть все надежды, что данный ремонт будет произведен. Наши плановые выезды сопряжены с тем, чтобы доводить до жителей тех или иных регионов позицию, что однозначно до них дойдет очередь и однозначно их качество жизни будет улучшено. Также председатель провел плановое совещание в здании администрации города по приему граждан. У нас сегодня стоят много задач повседневных на сегодняшний день, которые надо реализовать и попытаться в максимальной степени удовлетворить чаяния людей, которые себя относят
к реабилитированным народам. На повестке дня получение земельных участков, строительство многоквартирного дома для репрессированных граждан, проблемы с водоснабжением, проведение газа и незаконная постройка торговых центров на местах погребения крымских татар. Последний вопрос оказался наиболее острым. По этому поводу местный житель Али Чакал неоднократно обращался в администрацию города и сегодня озвучил проблему Альберту Кангиеву. Сегодня есть закон Российской Федерации о культовых сооружениях и о захоронениях, где люди должны нести ответственность вплоть до уголовной до 5 лет. Кто это давал? Есть для этого соответствующий Следственный комитет, прокуратура. Пусть с этим делом и разбираются. Не нам же ходить это по судам и доказывать. Мы то, что надо, доказали. Есть документы, кадастровые номера. Все, что нужно, с архивом взяли. И даже проведя раскопки, доказали, что это бывшее здание мечети и кладбище, прилегающее к нему. По словам главы местной администрации, этот вопрос давно взят на контроль и уже подан иск в суд на частных предпринимателей. Севиля Меметова, Максим Турчев, телеканал Миллет. Прокурор Крыма провел встречу с представителями средств массовой информации, подвел итоги работы ушедшего года. Олег Камшилов отметил, при активном сотрудничестве со СМИ проведено более 300 прокурорских проверок и принято более 100 мер реагирования. Вы публикуете какие-то проблемные вопросы, мы их мониторим ежедневно, организуем проверки и, собственно говоря, в трети случаев они подтвердились и привели к мерам реагирования и восстановлению нарушенных прав граждан. Один из примеров – это, если помните, была публикация по невыплате сверхурочных, за переработку работников завода «Титан». В результате мер прокурорского реагирования восстановлены права 143, если я не ошибаюсь, работников. По итогам встречи Олег Камшилов поблагодарил представителей СМИ за плодотворное сотрудничество и активное участие в информационной поддержке по освещению результатов работы органов прокуратуры. Благодарственное письмо вручила и творческому коллективу телеканала «Миллет». 2 мая главарь запрещенного Меджлиса, экс-депутат Украины пан Чубаров планирует пересечь границу с Крымом пешком. Так называемое шествие получило имя «Марш достоинства». Мы прекрасно здесь без них живем, поэтому они на территории Украины, то есть за пределами Крыма, за пределами Российской Федерации, могут делать все, что хотят. Нас как-то это не особо касается. Сам Чубаров назвал акцию ненасильственной и мирной, но следом упомянул, что не исключает прорыв границы силой. Только вот кто закроет своим телом колючую проволоку, чтобы дать дорогу остальным, так и не уточнил. Те 6 лет, которые сбежавшие с территории Крыма руководители запрещенной ныне организации Меджлис в России, это Чубаров, Джемилев, Ленур Ислямов, им нужно что-то делать. Поэтому Чубарову и его приспешникам не остается ничего, кроме как привлечь внимание к давно потухающему так называемому вопросу аннексии полуострова, который в мировой повестке уже исчерпал себя. Марш Чубарова прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал лидера похода на Крым и его соратников провокаторами, которые привыкли использовать людей для достижения своих целей. Если дело дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на территорию России, то такие действия, безусловно, будут пресекаться в соответствии с законом. Глава республики посоветовал украинской власти задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют ее подопечные. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в Крыму гостей ждут и даже подготовят праздничные автозаки с цветными шариками для тех, кто попытается нарушить суверенность границ страны. Мир и согласие. Так, сегодня на пресс-конференции в Симферополе охарактеризовали межнациональные отношения в Крыму. Есть все условия для выполнения указа президента России о реабилитации. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев. Сегодня все обратившиеся и имеющие на то право охвачены вниманием, заботой. И в отношении их производятся те же самые действия, что и в отношении крымских татар, армян, болгар, греков. То есть всех, кто охвачен сегодня указом президента о реабилитации ранее депортированных народов. Положительные изменения и в духовной сфере. Теперь организацию хаджа полностью берет на себя муфтият. В этом году святые места сможет посетить 1000 крымских мусульман. На сегодняшний день на полуострове более 350 религиозных сооружений, 90 из которых новые.
Мы оформили около 150 объектов культового назначения, то есть это земля и здания. Поэтому мы приводим все в соответствие с законодательством, мы закрепляем это за духовным управлением, за мусульманами Крыма. Сегодня в Крыму созданы все условия для всех народов. Это благодаря указу президента России о реабилитации. Есть поддержка и диалог с властью. Мы научились разговаривать, мы научились друг друга видеть. Очень много проблем решено на сегодняшний день, но не меньше еще осталось. Но есть уже протоптанные тропы, протоптанная дорога, по которой мы все вместе дружно идем. И я думаю, что и эти проблемы мы решим. В Симферополе прошла акция «Студенческий десант». Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества. Сегодня учащиеся смогли почувствовать себя в роли полицейских и ознакомиться с особенностями работы сотрудников внутренних дел. Руслан Минаев подробнее. Быстро и уверенно так зачастую проходит задержание особо опасных преступников. Для студентов это настоящее шоу, а для сотрудников полиции – трудовые будни. Сегодня в рамках акции «Студенческий десант» учащиеся почувствовали себя в роли полицейских. Мероприятие проводится ежегодно и приурочено ко Дню российского студенчества. Студенты могут побывать в самом сердце нашего полицейского ведомства, познакомиться с службами, с работой служб, также посмотреть, с чем работают наши сотрудники. Среди множества стендов и выставок наибольший интерес у студентов вызвали патрульные автомобили. Особенности и детали специализированного полицейского транспорта заинтересовали учащихся в первую очередь. Как вот все устроено в машине, вот посигналить, вот сейчас слышим звуки. Никита Шолох с детства увлекается военной тематикой. В школе любимым предметом была гражданская оборона. Очень нравится патрулирование и уже видит себя в будущем. Увлекался с детства вооруженными силами, оборудованием. Нравится дело, что делаешь для страны, что для народа. А это стенд архивной информации. Взять, к примеру, этот документ. По нему гражданин на постоянное жительство переехал из США в СССР. Это оригинал, датирован он 1935 годом. Также здесь можно ознакомиться с личными делами начальников крымской еще тогда полиции. В таких томах задокументированы все важнейшие моменты в жизни военнослужащего, его подвиги и карьерные взлеты. Мероприятие позволяет провести и профилактическую часть нашей деятельности. Мы рассказываем, предупреждаем подростков о том, к чему может привести самое казалось бы, незначительное какое-то правонарушение. Как отметили в ведомстве, такие экскурсии позволяют воспитать добропорядочного гражданина своей родины. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Уголовная ответственность за дачу взятки. В Кировском районе сотрудники ДПС обнаружили в машине местного жителя бутылки с алкоголем. Перевозил он их без разрешения. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил ДПСникам взятку – 2000 рублей. Давай, командир, давай, я благодарю тебя, командир. Ну не пиши ничего, просьба, командир, прошу тебя. О происшедшем инспекторы ГИБДД сообщили в дежурную часть. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Собранные полицией материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Шприцы с опием обнаружили сотрудники полиции в бардачке автомобиля жителя Ялты. Их он приобрел через интернет и хранил для личного использования. По информации МВД Крыма, мужчину уже привлекали к административной ответственности, его лишили водительских прав. В настоящее время отделом дознания отдела полиции номер 3 Массандровский УМВД России по городу Ялта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 и статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Правонарушителя заключили под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Противодействие искажению исторических фактов Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. На эти темы сегодня в КИПУ имени Фивзи Акубова прошла открытая академическая дискуссия. Участники собрания обсудили западную стратегию относительно нашей страны и политики фашизма на экспорт. Спикеры заверили, России нужно твердо противостоять любым попыткам фальсификации исторических фактов. Когда принимаются, казалось бы, непонятные законные акты, в европейских парламентах, в парламентах других стран, это всегда атака на нашу
независимость на наши земли. Обсудили блокаду Ленинграда. Участникам дискуссии показали социальный ролик про мужество и стойкость жителей города. Озвучили и активное участие крымских военнослужащих в обороне и прорыве блокады Ленинграда. Я хотел бы остановиться на командире 1242-го полка гвардии полковнике Усейна Сулейманове, который прорвал блокаду Ленинграда в районе Синельникова. Наш известный поэт Риза Халид был командиром зенитной батареи, которая стояла на Марсовом поле, потом стояла на дороге жизни. Он все 900 дней блокады провел в Ленинграде. Есть и наши подводники, это Мустафаев и Реджеп, который где-то 6 или 7 боевыми наградами за время войны был награжден. Есть Шевкет Рамазанов, капитан первого ранга. Это те известные, я перечитаю, офицерский состав. Но еще очень много есть тех, кто рядового состава, сержантского состава. После решения президента страны и министра обороны стало возможным рассекретить наградные документы. Благодаря этому были созданы электронные ресурсы «Подвиг народа» и «Мемориал». Эти сайты подтверждают героический подвиг крымских татар в Великой Отечественной войне. Около 4500 боевых наград, начиная от медалей за заслуги перед Отечеством и заканчивая званиями героев Советского Союза. 3500 только в распечатанном виде наградных листов на солдат, сержантов, офицеров крымских татар. 24 раза воины крымские татары представлялись званию Героя Советского Союза. Из них 4 человека дважды представлялись. Хранители памяти в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко прошла мемориальная встреча. Она посвящена 75-летию освобождения советской армией узников концлагеря Освенцим и Международному дню памяти жертв Холокоста. С мероприятия сюжет Султании Ситакаевой. Мемориальный вечер хранителей памяти в библиотеке Франко начинается с показа документального фильма «Клятва». Картина основана на реальных событиях о крымском докторе Науме Балабане. Ему же посвящен отдельный стенд в экспозиции. Врач-психиатр до последней минуты жизни спасал своих пациентов не только от болезней, но и от гнета нацистов. Укрывал их в здании Крымской психиатрической больницы. Увидеть экспозицию «Холокост, уничтожение, освобождение, спасение» и почтить память погибших евреев в мраморном зале библиотеки собрались представители власти, ученики школ и студенты. Здесь выставлены материалы, которые есть из архивов, материалы, которые из частных коллекций. Это книги, которые говорят о Холокосте, книги, которые и материалы, которые говорят о том, как нужно это изучать, что нужно изучать, чтобы это знать. Что еще очень важно, чтобы наши дети, я уже об этом вначале сказал, чтобы они понимали, что такое память. Жертвой геноцида стал прадедушка Дмитрия Саценко. Его сожгли заживо. Об истории своей семьи студент узнал совсем недавно. Сейчас он работает в архивах и собирает информацию о погибшем родственнике. Да, я ищу, я не могу найти. Я был здесь у нас в Симферополе, в концлагере Красный. Ни упоминаний нету. Я еще думаю съездить там более в Россию узнать. Таких трагических историй тысячи. Своего дедушку, которого сдали гестапо, вспоминает и председатель Совета Симферопольской еврейской национальной культурной автономии Григорий Рикман. Он призывает к дружбе народов, чтобы в будущем предотвратить подобную трагедию. Я живу в том же переулке, в том же доме, который построил мой дед. Я смотрю на свет окон, там уже не живут эти люди. И многие другие на переулке, которые бежали к 5 утра на угол Ленина и Пролетарской, там, где было гестапо, чтобы быстренько заложить. Давайте попытаемся, сохраним мир вместе. Все-таки мир – это хорошо. Чтить память жертв – дело всех и каждого, уверяет председатель Госкомнатса Альберт Кангиев. Он принял участие во флешмобе «Мы помним» и отметил, у каждого народа есть трагические страницы в истории. Уничтожение людского населения, евреев, крымских татар, армян, болгар, всех живущих в тот период, кто был неугоден, кто мешал тем правителям мира. Память об этих людях, она должна быть вечная. И то, что проходит вот этот организованный замечательный флешмоб, я думаю, он будет способствовать укреплению этой памяти. Неделя памяти жертв Холокоста в Крыму продлится до 27 января. А с выставкой «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение» знакомятся жители Евпатории и Севастополя. Султания Ситакаева, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет».
В неделю памяти жертв Холокоста провели памятную акцию и в селе Мирное Симферопольского района. Там более 100 человек возложили цветы к памятнику и провели митинг на территории мемориала «Концлагерь Красный». Участвовали школьники, кадеты, студенты и представители власти. Мы делаем все, чтобы было как можно больше детей, школьников, студентов. Наша задача – достучаться до сердец наших детей, достучаться до сердец внуков, достучаться до сердец молодежи, для того, чтобы никогда не повторилось эти страшные события. 300 машин крымской скорой будут оснащены тревожными кнопками для вызова Росгвардии в случае ЧП. GPS-передатчики установят в рамках долгосрочного договора между территориальным управлением Росгвардии и Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Как работает устройство, расскажет Севиля Меметова. Эмиль Ислямов работает в бригаде Симферопольской скорой медицинской помощи уже 7 лет. Рассказывает, за это время было множество случаев, когда пациенты в состоянии алкогольного опьянения или просто агрессии нападали на него. Нападение было года 2 назад, можно сказать, когда в алкогольном опьянении пациент угрожал ножом. Тоже была вызвана полиция, было оказано все необходимые мероприятия, было написано заявление на этого человека. Благополучно все закончилось, никто не пострадал, все хорошо разрешилось. По статистике Республиканского центра скорой помощи, такие ЧП происходят раз в 3 суток. Только за 2019 год зафиксировали 100 нападений на медицинских сотрудников. Теперь эта проблема в прошлом. Более 300 автомобилей крымской скорой помощи оборудовали тревожными кнопками. В случае экстренной ситуации бригада Росгвардии будет выезжать на место происшествия и задерживать злоумышленников. Вот так это будет происходить. Проходим на шаг вперед. На шаг вперед! Руки на капот! Руки на капот! Руки на капот! По словам начальника вневедомственной охраны войск Нацгвардии, такие наряды есть почти во всем Крыму. Они оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности медиков. Экипированные средствами бронезащиты, активной самообороны, это палка резиновая ПР-73, наручники, радиостанция мобильная, радиостанция носимая. То есть они полностью экипированы и укомплектованы таким образом, чтобы пресечь любое противоправное деяние, в том числе и вооруженных нарушителей. В одну группу входит 2 сотрудника полиции. После нажатия тревожной кнопки в автоматическом режиме отправляет вызов на пульт центрального наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии. Далее сотрудники ведомства определяют местоположение, скорость движения и направление скорой помощи. И ближайшая бригада экстренного реагирования незамедлительно выезжает на указанный адрес. Мы получили за эту неделю уже 26 срабатываний ложных, потому что люди не привыкли, по привычке случайно там рукой, коленом, папкой, телефоном нажимают на эти кнопки и очень удивляются, когда спустя 5 минут прилетают здоровые дядьки с автоматами и хотят оказать помощь, а оказывается, что это ложная тревога. Но тем не менее, методом проб и ошибок мы доведем до автоматизма эту ситуацию. Я уверен, что наши медики перестанут сталкиваться с насилиями на работе. Здесь оперативно-диспетчерский отдел Симферополя. В смене работает 10 человек. А это та самая карта, по которой видно расположение медицинских бригад по системе ГЛОНАСС. Аналогично есть и у сотрудников Росгвардии. Именно здесь они видят сигнал тревожной кнопки. Всего в Симферополе почти 30 бригад скорой помощи. Теперь все они смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда. Севиля Меметова, Максим Турчев, телеканал Миллет. Жемчужины мысли Усейна Куркче. 115 лет со дня рождения ученого-языковеда, педагога, лингвиста отметили в Республиканской крымско-татарской библиотеке имени Гаспринского. О научных подвигах известного деятеля расскажет Султания Ситакаева. Математика крымско-татарского языка. Вечер «Портрет жемчужины мысли» Усейна Куркчи начинается с показа личных рукописей языковеда. Известный ученый вдохновил многих студентов на более глубокое изучение крымско-татарского языка. Тогда, будучи инженером, Шевкет Асанов сменил профессию на журналиста и смог опубликовать научные исследования Куркчи в газете «Ленин Байрага» в Узбекистане. Он был человек с глубокими знаниями, никогда не обижал людей плохим словом. Просто удивительный человек.
Усейн Куркчи родился в 1905 году в Бахчисарае в семье ремесленника. С юных лет он много читал и изучал крымско-татарский язык. Учился в семинарии Исмаила Гаспринского. После учебы в Бакинском государственном университете становится доцентом Крымского института. В 1936 году Усейн Куркчи подготовил орфографический словарь крымско-татарского языка, учебники на основе латинской графики и основы грамматики. Все работы Усейна Куркчи с огромным смыслом, действительно жемчужины мысли. Даже его личные письма учат нас терпению. Но успешная карьера молодого ученого прервалась через год. Он был репрессирован, в советских лагерях провел 9,5 лет. После незаконное выселение. В 1949-м новый арест и 6 лет заключения. Тем не менее, ему удается внести огромный вклад в развитие крымско-татарского языка, который сравним с научным трудом Даля. В 80-е годы языковед написал главный труд своей жизни – фразеологический словарь. В него вошли более 5000 крымско-татарских идиом. Это бесценное достояние крымско-татарской литературы и настоящий научный подвиг. Сейчас часть личного архива Усейна Куркчи находится в фондах библиотеки Исмаила Гаспринского. Это 10 папок текста, более 2000 страниц. Каждая фразеологическая единица с подробным научным толкованием. Но много личных писем и книг остались в Узбекистане. Я вот думаю, мы совершили как народ большую ошибку. Такого выдающегося деятеля в 90-е годы мы должны были привести на родину, потому что он единственный, кто хорошо знал наш язык. Именно он мог вложить основу развития нашего языка. Крымско-татарские ученые и журналисты уверяют, творческое наследие Усейна Куркчи актуально и сегодня. По их мнению, нужно изучать архив ученого. Это наследие сыграет огромную роль в становлении и развитии крымско-татарской лексикографии, фразеологии и лексикологии. Это есть фрагменты из словаря Усейна Куркчи. И я уже тогда подумала, хорошо бы, чтобы вот кто-то занимался фразеологией. Остается лишь сожалеть, что крупнейший крымско-татарский ученый так и не смог вернуться на родину. Скончался он на 90-м году жизни в Маргелане. Султанис Такаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатиме Сейдаметова. Всего доброго.